Строительство 19 ФАПов, запланированных в Коми в этом году, завершат к лету 2021-го. Власти столкнулись со множеством препятствий, чтобы эту работу все-таки закончить. Нужно было привести в нормальный вид земельные участки под строительство. Потом дело затормозили ковидные ограничения. Чтобы оценить ситуацию, общественники вместе с нашей съемочной группой отправились в Вашкурью Карткировского района. На месте побывал Евгений Стокос. Медицинский пункт в Вашкурье сейчас это ветхое здание, в котором нет элементарных удобств. На стабильную работу накладывается и кадровый вопрос. Фельдшер ездит из соседнего Приозерного, поэтому ФАП работает 2 дня в неделю и только по 3 часа. Как отмечают общественники, такая картина в глубинке не редкость. Социальная инфраструктура в сельских территориях, она очень значима. Она создает те условия, которые способствуют все-таки здесь людям жить и оставаться, а не перебираться в города. Учитывая, как мы видим сегодняшний ФАП и вот куда я смогла уже выехать, к сожалению, таких ФАПов достаточно. Мама 2 детей Ангелина сетует. К врачам приходится ездить в райцентр либо в город, а каждая такая поездка для семейного бюджета влетает в копеечку. К тому же рейсовые автобусы ходят редко, а пожилым и маломобильным гражданам и того сложнее. ФАП у нас уже старенький, довольно уже давно, ведь он уже стоит. Его уже давно пора сносить и строить новый ФАП. Конечно, хотелось бы получше, чтобы у нас было медицинское обслуживание. Вот так место под новый ФАП выглядит сегодня. Строительство находится на этапе проектирования. Изучая причины задержки начала возведения объекта, активисты ОНФ выявили, что изначально проблема была в самих выделенных земельных участках. В Республике Коми было запланировано к строительству на 2020 год 19 фельдшерско-акушерских пунктов. Но, как показал наш мониторинг, который мы проводим, ни в одном муниципальном образовании не будет возведен ни один объект. Места, к сожалению, выбирались не всегда, которые соответствуют для того, чтобы получить государственную экспертизу. Это места в водоохранных зонах рек. Это были выбраны санитарные зоны кладбищ. Где-то общественные слушания проходили таким образом, что не всегда устраивало это местных жителей. Ну и плюс, конечно, помешал коронавирус. Некоторые процедуры, по закону необходимые для продвижения строительства, например, общественные слушания, проводить в пандемию невозможно. Поэтому строительство некоторых объектов и тормозилось. На запрос общественников в региональном Минздраве отметили, что по всем 19 объектам готовится документация. При этом земельные участки под строительство предоставлены. В связи с тем, что положительные заключения по результатам государственной экспертизы по 19 указанным фельдшерско-акушерским пунктам в настоящее время не получены, а также принимая во внимание нормативные сроки подготовки проектной документации, ввод в эксплуатацию 19 фельдшерско-акушерских пунктов планируется в 2021 году. Сейчас все изначальные огрехи исправлены, а народные фронтовики обещают держать ситуацию на контроле. Ведь новые фельдшерско-акушерские пункты – это не только качество и доступность первичной медицинской помощи, но и нормальные условия для работы самих врачей. Евгений Стокос, Павел Королев, Иван Богомолов, Юрган, Карткировский район.